По первым симптомам два этих коварных недуга похожи на обычную простуду – грипп или кишечное заболевание. И многие родители попросту не подозревают, что это может быть серьезная угроза их малыша. Сегодня защитить от кори и полиомиелита может только вакцина-профилактика. Врачи рекомендуют прививать в первую очередь детей до 5 лет, так как именно в этом возрасте они более подвержены различным опасным инфекциям. И пока одни родители противятся возможностям медицины и боятся негативных последствий, другие, наоборот, полностью доверяют медикам. В их числе Хава Бокова. Она пришла в амбулаторию для того, чтобы поставить младшей Алиме уже вторую вакцину. Без иммунизации эти страшные инфекционные и вирусные заболевания приводят к отказу конечностей, поражению оболочки мозговых клеток, осложнению сердца, почек и поджелудочной железы. Впоследствии ребенок рискует остаться инвалидом, а в худшем случае и вовсе погибнуть. В сельском поселении Алхасты числится более 1000 детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Привитых из них около 600. Перед процедурой каждый ребенок в обязательном порядке проходит медицинский осмотр для того, чтобы определить, есть ли противопоказания к вакцинации. Абсолютных противопоказаний от полиомиелита и кори, от любой вакцинации нет. Единственное противопоказание, когда есть онкология прогрессирующая, то есть не в стадии ремиссии, а именно вот в тот момент человек или ребенок находится на химиотерапии. Особенно это зависит от онкологии крови. Когда вот есть неврологический статус, там, например, вот именно при эпилепсии, ДЦП. 17 июля начинается 3-й тур иммунизации. Прививают в амбулатории отечественными и зарубежными вакцинами. У нас от полиомиелита есть вакцина ИПВ, это инактивированная вакцина. Она только именно от полиомиелита. Еще есть от полиомиелита мы делаем пентаксим. Но в этом пентаксиме у нас есть 5 вакцин. Это в себе содержит она полиомиелит, коклюш, столбняк, дифтерию и гемофильную палочку. Она очень хорошая вакцина, она французская. Разом вот этих от 5 инфекций можно привить. Очень хорошая вакцина. Есть ОПВ, это живая вакцина, это капли, капаются в рот. Это тоже от полиомиелита. От кори у нас есть коревая вакцина, вот отдельная. И есть КПК, корь, паротит, краснуха, и Вактвир. Ну, она Вактвир называется, это КПК, вот эти вакцины. Все вакцины, те, которые нужны, у нас все есть. Врачи уверяют, что после укола практически не бывает побочных реакций, разве что незначительные, такие как покраснение и небольшая температура. Но это абсолютно нормально, ведь вакцина-профилактика защищает от тяжелых инфекций на 99%. Температуру и другие важные условия хранения строго соблюдают в прививочных кабинетах медицинских учреждений. Все вакцины у нас хранятся как следует по Санпину. Также мы соблюдаем холодовую цепь. Холодовая цепь – это совокупность мероприятий, направленные на то, чтобы все вот эти иммуноглобулиновые препараты не нарушался и не снижалась температура. При снижении температуры у нас также включается, при отключении электроэнергии, включается генератор. Все меры предосторожности мы соблюдаем. Родители, все мамы могут уверенно приходить на прививки. Вопрос о необходимости профилактической прививки не должен возникать, тем более если дело касается неокрепшего маленького организма. Врачи утверждают, отказываясь от прививок, родители ставят под угрозу здоровья не только своего ребенка, но и окружающих. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.